Здорово, мужики! Перед вами сейчас хочу заточить ножи, ваши ножи. Сталь сегодня РБЛ 34. Точим на станке. Показывать, не показывать, посмотрим, как получится. Но про разговор этот мы начнем. У меня все новое, все двигается, даже перчатки новые. Ой. Вот так вот. Так что сейчас попытаюсь показать, что да как. Животик на месте, и слава богу. Хороший камень, алмазный надфиль, хороший. Да, если есть вопросы, сразу задаем. Как говорится, время сжато, программа кинь. Вот. Станочек старенький, 4-й годик, 1-й профиль, приобрел 20 с чем-то, по-моему, было вовремя на клинке. Итак, самое главное, надо хорошенько закрепить, прежде чем начинать. Почему? Потому что если болтается, на тебе, то у него получается, получатся волны. То есть на одном положении так, на другом так. И это очень зависит тоже от качества камня, от состояния камня, какое у него состояние. Не люблю мазаться, поэтому одел. Благодарю Алиэкспресс, наконец-то такие изобрели. В смысле, я наконец нашел. Вот. Итак, самым грубым камушком устанавливаем градус. Не секрет какой. И потихоньку, равномерно держим другой рукой станочек. Стол у нас новенький, тверденький, резиновым напылением, как говорится. И слушаем, как звучит клиночек. Симфония Рахманинова отдыхает. Такой звук происходит из-за того, что доказывает, какой крепкости клиночек. Ну вот, все говорят, алло так, алло сяк, но хвостовик действительно из гвоздя. Тут спору нет. Но будет он вот так. То есть в один палец уходит в рукоять, и уже практически самые под давлением находится этот район, когда человек ковыряется. Вот. После этого только полуавтоматом конкретно варится, чтобы он не гулял. Тут никакого секрета нет, ребят. И так делают многие кузнецы. Просто лень кому открывать и смотреть. Жалко ломать рукояти. Немножко раскрою тайну. Разочарую некоторых.
Вот. Дело в том, что полностью делать хвостовик, особенно порошковых, высокополимированного, вообще возможно. В порошковых сталях практически невозможно. Возможно, да, если подпилить болгаркой на всю длину. Но если так пилить, то расходов-то получается много у мастера. Получается очень-очень-очень-очень расходных материалов много. Куда деть остальные две части, например? С видом как карандаш, как гвозди толщиной придется. Ну вот. Как ковать хвостовик? Показывал в Инстаграме, кто видел. Но видео в Инстаграме не сохраняют в прямом эфире. Не сохраняю. Почему? Да потому что кто видел, кто успел, тот успел. Да. Крутой. Так, 600, 400. Çiş böyle yapmadı mı? Evet. Çiş böyle yapmadı. Hı? Çiş böyle. Ne değil be? Ah, Olmazdı ben de. şey var bak. Bitti. Ne? Bitti. Ne aralı? Ne aralı? Okey. Ne oldu bari? Ne? Yer. Allah. Okey. Арсенальчик. Так, достаем арсенальчик из лучших. Так. В чем разница между нафилем и камнем? Камень эффективнее. Это раз, минус. Быстро изнашивается. Это два. Какой угол, это не секрет. Какой нравится. Если делать его острым, долго не проживет. И если делать тупым, то и будет тупым. У каждого мастера по-своему. И сразу чистим остатки крошки металла. И отсюда тоже убираем. Тут уже заусенчики маленькие выходят. Вот. Вот. Похож на порошок. Но маленькие. Вот так вот.
Тут у нас землетрясение везде, не только на столе. Все, поправил. Обратили внимание? Некоторые спорят, двухсторонняя заточка, клинообразная заточка. Только один раз делал, сейчас повернул и дальше поработаю с той стороны, сильной стороны, с этой стороны, правой. И все. Может, кто не заметил, вот такой у меня клинок. Смотрите, те, которые делают ножи, смотрите, ребят. Вот. Не с одной стороны односторонняя, чтобы была, а именно прямая, с двух сторон. Смотрите, острая. Видите как? Это на станке изначально делается, а не... Да, нам надо раздельный столик делать. А то никак не получится. Ну смотрите, ребят, дискотека. О, повернул и еще раз делаю. Тут движение вверх-вниз, нажать, не нажать, без разницы. По идее, если вверх его делать такие движения нажатым, или спуск ниже нажать, без разницы. И вот такие движения очень важны. Они подравняют все. Подравнивают. Чтобы было, не было видно и так далее. Все подравняет такие движения. Это не только одна часть. О, чистая. Сейчас смотрим. Тут заусенец вышел уже. Таким образом, тоненькую убираем вообще. И тут особое внимание уделяется острию, кончику. Кончик и эта грудастая часть всегда при разделке обязательно очень важна. Грудастая часть и кончик. Как калить, грудастая, когда работаешь. А эта часть, когда строгаешь. Ну, ребята, если есть вопросы, давайте задавайте. То глаза слепаются, сейчас скоро пойду поспину. Вот, повернул. Все. То есть я его подправил еще раз. Ушел вот так, да? Заусенчики маленькие вышли с той стороны, а я их уже срезал. После этого они становятся идеально прямыми. Эй! Тахта, айка, хамнатыма, эпидемия принимая. Хыньян, хыньян. Телевизор хая, прямой дом, то не. Ай, не, хасэ бедрагна.
И пока не заточили полностью, ну вот, например, у нас грейд 120. Видно, не видно? Ну вот, 120. Пока сначала 120 грубо считается. Убрали, потом восстанавливаем. А нет, потом уже более мелкая, потом еще мелкая, потом еще мелкая. И так далее. Смотрите, тряпочка даже новая. И так далее. И получается у нас последние, самые мелкие. Ну, по идее, 600 это очень хорошо. Правильно. Переразделкой при агрессивного реза 600 грит это предостаточно. 800, ну, допустимо. А если 1000, 1500, 1200, 2000, это, ребята, уже, ну, на мой взгляд, по разделке в таком тонком и очень-очень маленьком. Почему маленьком? У него в этом тысячном получается почти лед идеальный, да? А если 600, то уже микропила, если смотреть, имеется микропила. Имеется. А если его микропилу вдвое снизить, получается лед. То есть идеально. Ну как это, резак. Это у строительного обычного резака 800 где-то. 800. Еще ниже, еще получается в тысячном тонкая. Вот из-за этого они, особенно в этих при жире, скользком, сухожилиях, такая тонкость уже буксует. То есть не успевает резать. Не успевай. Уже получается скользить. Понимаете? Уже скользит. Соответственно, после этого опытный или неопытный человек сразу достает брусок, который 120 грит, и всеми известными народными словами этот мастер делает вот так вот, надо вот так его делать, и дальше работает. Ну, идет-то идет, супер, говорит, было вообще, а стало о. Было действительно вообще. Вот таким был. А стал почему о? Потому что убрал все самые ценные, те, которые заточки золотые, стер. И превратил их в колею вместо льда. И бывает, сначала убирает градус, вот такой. Ему нравится вот так. Грубый такой. Ну вот взял ножик. И у меня с другой стороны. Ну вот, например, взял и вот таким градусом. И вот таким градусом. Такого я много раз видел. И у нас в Якутии в основном уже более, наверняка, более 50 лет спокойно, даже больше 50 лет, спокойно всеми уважаемой, любимая сталь является Г-65, углеродистая сталь. Несмотря его возраст, качество стали, несмотря темнеющие, ржавеющие, все очень уважают.
И все привыкли к этой стали. Если садиться, раз, и пошел. Садится, пошел дальше. Не зная, что есть еще более 3-4 раз превосходящие стали, не зная таких сталей, зато и даже за меньшую сумму, которую они приобрели, это углеродистую сталь. Я к этой копалке, всенародное имя такое, копалке я ничего против не имею. Вот. И мои первые ножи то же самое из копалки были. У меня даже есть один единственный экземпляр. Стоит, именно стоит, есть. Я им очень горжусь. Почему? Потому что мой первый ножик блестит. Никто не использует, вот поэтому новенький так и стоит. Вот так вот. Ну, сегодня немножко в группе моем был разговор про заточку. Решил, тем не менее, показать ребятам, немножко рассказать. Да, это станки. В чем плюс станков? Время быстро делается. А порошковые стали, ну то и порошковые, они очень крепкие. Вот. Их точить сложно, особенно руками. Тут никакого секрета нету, да, действительно трудно. Вот. Но зато потом достижения других, по сравнению других сталей, премиальная, действительно. Гуляет он, пока некоторые уже точат дважды, трижды, четырежды на одного Сахатова. Таким ножиком запросто. Ничего не делаешь, просто чистишь. 4-й Сахатый, 5-й Сахатый. Поработал, почистил. Гуляет. Это так, ребята. Но сами видите, те, кто наблюдает, кто не знает, 2-й год в лесу не был. 2-й год на Сахатова не вышел. Вот. В прошлом году на выставке готовился. Осенний клинок. Вот. Чтобы занять призовые места. Вот. А нынешней осенью, ну, МС Хата. Чем-то приходится каждый раз жертвовать тем, что свободой. Вот. Поэтому на практике так и не снимал. Действительно, при разделке Сахатова, при разделке дяди Миши. Ну, посмотрим. Может, мои клиенты наконец отправят, не ленясь, в хорошем качестве отправят, как они работают. Позапрошлом году один мой уважаемый друг отправил видео, как 2 кабана делают, сикачей, надо сказать, разделывает. Отправил. Ну, коротенькое такое видео, конечно. Ну, пару слов мы там услышали. Но я потом попросил убрать это видео. Убрал. Здорово. Ну, вот поэтому домашние скоты только видео остались. Вот так вот. У меня пока все, ребят. Ножи делаются. На днях будет 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5, 6, 7. 9.
9 ножиков, 9 заказов. Не золотые эти ножи, не золотой декабрь, ребята, прямо так скажу, а долгожданные. Долгожданные ножи заказчиков. У меня все. У кого вопросы, задавайте. Пока, как говорится, на связи. Опа. Так. Кузнечик Махтал. Только казахи так говорят. Ну, якуты тоже говорят, гравят. Так, качает, да, было дело. Каждую сторону. 12,5 каждую сторону. Нет, не так. Золотой декабрь делает там углу, а? Разгон лук надо. Вот так вот. Вопросов нету у матросов. Да прикинем. Хочу до Нового года 7 отправить. 7. Прикинем. И хочется, пока мои земляки слушают, объявление еще одно такое. Второй раз уже прошел. Объявление даю. Если у вас руки растут не оттуда-то, оттуда, если у вас есть навыки, что-нибудь такое в виде того рисунка, добро пожаловать. Добро пожаловать. Приходи. Недельку-другую стажировочка. Потом посмотрим. Может жить тут. Свет, вода есть. Вот. Мебель есть. Все. Будем работать. Золотые декабрьские будем делать. Ребятам отправлять. Вот когда они оценят, то уже не буду смотреть на качество рукояти или на качество кожи, которая на ножнах. Они будут ценить лишь лезвие. Действительно ли они золотые ли, или действительно Бердык обманул всех золотых. Увидимся.